Автоинспекторы Коми фиксируют резкий рост смертельных ДТП. Только за сентябрь в республике произошло 11 аварий, в которые унесли жизни сразу 13 человек. В некоторых случаях особо отличились нетрезвые водители. В итоге жесткая расплата ждала не только самих автопьяниц, но и других участников дорожного движения. Репортаж Антона Булаева. Это последствия крупной аварии, которая произошла 14 сентября на перекрестке бульвара Пищевиков и улицы Тиманской в Воркуте. Автомобили трех участников ДТП превратились в груду искореженного железа. Удар был такой силы, что части кузова разлетелись на несколько метров. Предварительно столкновение спровоцировал 47-летний водитель «Лады». Не справился с рулевым управлением. Выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, в результате чего совершил столкновение с автомашиной Mitsubishi Lancer, который двигался во встречном направлении. После столкновения автомашину Mitsubishi вынесло на полосу встречного движения, где и произошло столкновение с автомашиной Chevrolet под управлением мужчины 1995 года рождения, который двигался в попутном направлении ВАЗ-2115. Предполагаемый виновник аварии не пристегнулся ремнем безопасности и от полученных травм скончался на месте. Оказалось, у него при себе не было водительского удостоверения. В 2016-м за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде его лишили прав на 3 года. Срок наказания истек, но восстановить документы он не успел. Примечательно, что свидетельствование на алкоголь других участников столкновения дало положительный результат у водителя «Шевроле». Теперь он не только потеряет заветную корочку, но будет ремонтировать свою машину самостоятельно. Выплата по ОСАГО ему не положена. Один человек скончался, 2 в тяжелом состоянии находятся в больнице. Это последствия еще одной аварии на трассе Вятка в ночь 21 сентября. Машина Mitsubishi Outlander на 713-м километре данной автодороги выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, в результате чего совершил столкновение с автомашиной Renault Logan. После столкновения произошло возгорание обоих автомашин. В результате ДТП водитель автомашины Renault, гражданин 2001 года рождения, погиб на месте дорожно-транспортного происшествия. По факту гибели в ДТП человека проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении водителя, который допустил опасный выезд на встречную полосу. Похожая авария с участием Volkswagen и Chevrolet Нивы произошла в Печоре 27 сентября. Volkswagen двигалась по улице Островского. В районе дома 65 выехала на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, в результате чего совершила столкновение с автомашиной Chevrolet Niva, которая двигалась во встречном направлении. В результате ДТП водитель автомашины Volkswagen, мужчина 1977 года рождения, скончался до приезда скорой медицинской помощи. Водитель внедорожника и его 9-летняя дочь получили тяжелые травмы. Обстоятельства ДТП уточняются. Выясняется, был ли трезв погибший мужчина. Полицейская проверка проводится и по факту еще одной аварии, унесшей жизнь 44-летнего мотоциклиста в Сыктывкаре. Водитель автобуса 1983 года рождения, выезжая с прилегающей территории автозаправочной станции на Октябрьский проспект в сторону улицы Тунтюковской, не пропустил водителя, который управлял мотоциклом Yamaha и двигался со стороны улицы Тунтюковской в направлении Первой промышленной. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель мотоцикла скончался на месте до приезда медицинских служб. Его пассажир, девушка 2000 года, госпитализирована с травмами перелома бедер, закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и травмой грудной клетки. По предварительным данным, заметив на своей полосе движения автобус, байкер предпринял попытку объехать внезапное препятствие слева. Однако уйти от столкновения мотоциклисту все же не удалось. Сейчас по факту аварии проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.